В этом году выборы депутатов в местные кенеши пройдут с рядом изменений. Это связано с тем, что в результате АТР количество айыльных аймаков сократилось на 59%. Так, к городу Ош были присоединены 2 айыльных аймака из Карасуйского района. Количество избирательных участков в городе Ош увеличилось. Если раньше было 78, то сейчас 25. Среди них один избирательный участок перевели в Нохатский район. Всего по городу Ош к выборам подготовили 102 избирательных участка. Напомним, что по случаю предстоящих выборов к народу обратился президент Садыр Джапаров. Он призвал граждан активно участвовать в выборах депутатов местных кенешей и заявил, что власти не будут вмешиваться в процесс. По мнению общественных деятелей, выборы пройдут прозрачно. Я заметил 3 особенности в организации выборов. Первое, наш президент дает равные возможности и права всем кандидатам. Второе, если кандидаты будут нарушать закон, то их сразу отстранят от выборов, и они не смогут прийти к власти обманными путями. И третье, власть по-особенному призывает население проявить активность в выборах, и обращение президента это доказывает, так как в последние годы активность электората снизилась. Согласно поправкам, внесенным в закон о проведении выборов в местные кенеши, если руководитель какого-либо госучреждения будет вмешиваться в выборный процесс, то он будет уволен без возможности восстановления на прежнюю должность. По словам Мухтара Пайзылдаева, проработавшего в Ошской областной избирательной комиссии почти 15 лет, такие поправки приведут к честным и прозрачным выборам. Закон о выборах депутатов местных кенешей был принят 6 июня этого года. По сравнению с прежними законами в нем есть положительные изменения и поправки. Например, сейчас в выборах в местные кенеши обязательно должны участвовать люди с особыми возможностями здоровья. Хочу отметить, что 10 лет назад на выборах применялся административный ресурс и часто нарушался закон. Мыйзам чегинде, мыйзам иштеп 80-85% таза шайлоо өтүп аткандыгын мен ынанып келип атам. Эксперт Абдимитали Баймуратов поддержал обращение президента. По его словам, в прежние времена айыльные кенеши проходили с помощью влиятельных знакомых или родственников, и практически не было достойных кандидатов, а голоса набирались искусственно. Например, руководители заставляли студентов, учителей и других работников соцсферы отдавать свои голоса за того или иного кандидата. Нам всем известно, как ранее проходили выборы. Уровень знания и профессионализм тех кандидатов был крайне низок. Ведь в нашем менталитете принято приводить, голосовать и поддерживать своих родственников, знакомых, соседей и так далее. А такие кандидаты, позже придя к власти, не показывали никаких результатов. И в обращении президента было много истины. Он подчеркнул, что наше будущее в наших руках. И я думаю, что каждый гражданин должен взять ответственность и пойти голосовать за достойного. Ряд экспертов сходятся во мнении, что АТР также повлияет на частоту выборов. Если раньше было 484 административно-территориальных единиц, то теперь сформировано 268. Это 33 города и 235 айыльных аймаков. Раньше депутатов избирали на 4 года, теперь на 5 лет. Нагима Бакаева, Бектур Халыбекулу, ЛТР, город Ош.